Махмуд Али Калиматов на расширенном заседании представил новый состав правительства Ингушетии. Так, вице-премьером по финансовым и экономическим вопросам стал Юсуп Зурабов. Министром экономического развития республики назначен Исрапил Гиреев. Глава отметил, что впереди много планов. Их реализация потребует много сил и энергии. Самое главное в решении этих задач – это искреннее желание и стремление сделать нашу республику благополучной и процветающей. 6 национальных проектов, которые реализуются в Республике Ингушетия, вошли в зеленую зону по кассовому исполнению. На текущий момент показатель составляет 64,4%. Глава региона отметил, что достигнутые результаты свидетельствуют об эффективной работе правительства республики и стремлении к реализации ключевых инициатив, направленных на улучшение качества жизни граждан. Наша сегодняшняя цель – продолжить работу по всем национальным проектам, особенно в тех областях, где показатели исполнения еще не достигли желаемого уровня. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что Россия в 2024 году установила рекорд по урожаю картофеля, а также сбору овощей и фруктов. Он также отметил, что производство мяса, яиц, молока, а также вылов рыбы продолжает расти, а выпуск продукции пищевой и перерабатывающей промышленности устойчиво увеличивается. Премьер-министр подчеркнул, что эти достижения во многом обусловлены эффективной системой поддержки аграриев, включая предоставление займов для сельскохозяйственных производителей по сниженным ставкам. Он отметил, что объем привлеченных кредитных ресурсов в прошлом году составил практически 2 триллиона рублей. Победителей федерального этапа конкурса «Лучшие практики наставничества» назовут 28 ноября на форуме «Производительность труда и наставничества». Он пройдет в мастерской управления Сенеж образовательного центра «Россия – страна возможностей». Конкурс «Лучшие практики наставничества» уже в 6-й раз проходит в рамках национального проекта «Производительность труда». За это время он объединил порядка 2000 участников со всей страны из областей промышленности, строительства, торговли, сельского хозяйства, а также социальной сферы. Форум станет площадкой для подведения итогов работы конкурса и обсуждения развития системы наставничества. Стоимость минимальной продуктовой корзины на одного человека в России снизилась впервые с начала 2024 года и в августе составила 6655 рублей, что на 0,78% ниже, чем в июле, и на 10,6% выше, чем в январе. В ассоциации также рассказали, что дороже всего продукты стоят на Чукотке – 15 761 рубль, и в Магаданской области – 11 164 рубля. Дешевле всего в Мордовии – 5453 рубля и в Белгородской области – 5548 рублей. Отметим, что в Ингушетии месячный минимальный набор продуктов оценивается в 6015 рублей. Завершаем наш выпуск экономических новостей. Информация о курсе валют на сегодня.